В селе Акманай, ныне Каменское, Ленинского района Крыма, проводят прокладку газовых труб через старое мусульманское кладбище. Во время земляных работ человеческие останки оказались на поверхности траншеи, вырытой под газовую сеть. По всему участку, где проводятся работы, разбросаны каменные надгробия. Вот смотри, свидетельство, о том, что кладбище мусульманское. Вот она целина идет, вот смотри, здесь значит чернозем идет, переходит плавно в глину. Вот она нетронутая, вот она идет по моей руке, смотри, вот глина. Эта часть, вот уже видим разнородная земля, то есть глина с землей смешанная, вот она пошла. Вот таким вот сапогом, смотри, вот это как сапог. То есть получается был коп вниз, потом долап, вот он этот долап, в бок. Все могилы характерны тем, что докапывали до скалы, останавливались, вырывали вот этот самый дулап, ложили туда усопшего и закапывали. Местные жители обратились к сельскому голове с просьбой перезахоронить останки либо предпринять другие меры, однако никаких действий со стороны местной власти так и не последовало. Живу здесь с 1977 года, 40 с лишним лет. Я очень возмущен, в том числе и все остальные люди возмущены. И местные, и христиане, и мусульмане, что это кощунство. Проводить газопровод, разрывать кладбище, там похоронены люди. Я думаю, в любой религии это неправильно. В любой, не имеет значения. И об этом знали, и об этом мы предупреждали, говорили, что так и так. Но невзирая на это, продолжили с работы. Я считаю, что это недопустимо тянуть прям по мезарлах трубу. Хоть будет газовая, хоть водопроводная труба, любая труба. Пускай обходят как-то. Там же останки какие-то, наверное, человеческие есть. Это же все рыться будет, все вырываться будет. Пускай как-то думают, как-то обходят. Что, место мало обходить? До депортации 1944 года в селе Акманай жили преимущественно крымские татары. При въезде в село на этом участке земли находилось большое мусульманское кладбище. Это подтверждают и старожилы деревни Акманай. Я родилась тут и выросла тут. Да. А мусульманское кладбище где находилось? Вот в подъезде, вот на этой стороне, где вот дома, только туда, ближе, туда. Дома сюда, а то туда. Большое было кладбище, там стояли вот такие камни, записанное было все. Все было хорошее было кладбище. Я думаю, там еще, наверное, и осталось оно. Только что камни поубирали. А так, я думаю, могилки там еще есть, наверное, я думаю. Просто позарастали травой и все. После депортации крымских татар советская власть сравняла местное кладбище с землей, а могильные плиты использовали в качестве строительного материала. Местные жители и сегодня находят каменные надгробия в своих домах и сараях. Было кладбище, да? Да. А кладбище Татарское. было большое? Ну да, татарское. А потом там стали вот это ж колхозы, стали камни вот это разбивать, там такие ж камни были, как кресты, что там, не знаю, что там было, ну камни такие были. А куда эти камни потом делись, бабушка? Ну где-то на строительство позабирали, кто ее знает. Строили ж тогда колхозы. А для кого строились? Для переселенцев. Переселенцев присылали, вот, наверное, 50-е, наверное, я думаю. Мертвые молчат, но за них должна говорить наша память и уважение к ушедшим поколениям. Судя по всему, у местной власти в Акманае глубокий моральный склероз. Но есть надежда, что на эту вопиющую ситуацию обратит свое внимание Духовное управление мусульман Крыма.